прямом эфире Пятого канала «События дня» подводим итоги понедельника. Я и мои коллеги в ближайшее время расскажем вам о наиболее заметных событиях уходящего дня. В студии Шавкат Тургаев. Здравствуйте в этом выпуске. Внушительный минный арсенал откопал на огороде простой житель Ошской области. 268 учебных снарядов. Начато следствие. Проблема кыргызско-таджикской границы сдвинется с мертвой точки. Вопросы делимитации, демаркации рубежа стали темой переговоров на высшем уровне. В составе Кабмина возможны замены. По неофициальным данным, уже на этой неделе кто-то расстанется с креслом. Наиболее заслуженные претенденты на вылет в обзоре выпуска. Новые законы для трудовых мигрантов. Россия с будущего года ужесточает условия пребывания иностранцев. Как придется играть по новым правилам? Более 250 мин обнаружил на своем участке житель одного из сел Карасуйского района Ошской области. Внушительный боезапас лежал глубоко под землей. Мины нашли, когда начали копать выгребную яму. К счастью, снаряды оказались учебными и не представляли опасности для жизни. По предварительной версии, на этом месте в советское время был учебный полигон пограничников. Снаряды могли остаться после учений. Впрочем, пока идет следствие, вопросов в этой истории гораздо больше, чем ответов. И один из них, главных, и не остались ли в этой зоне другие боеприпасы, ведь даже учебные мины могут быть снабжены взрывателем. Наши корреспонденты побывали на месте и лично рассмотрели основательно проржавевший арсенал. Мухаммед Абджапаров до сих пор не может оправиться от случившегося. 2 дня назад он начал выкапывать яму для сточных вод, но доделать работу не получилось. Мужчина наткнулся на металлические предметы. Почти сразу он понял, что это мины. Мины были в полуметре от места, где я копал. Где-то на глубине 4 метров я увидел какие-то предметы, похожие на таблетки. Я сразу понял, что это мины. Испугался и понес одну показать соседям. Они уже вызвали наряд милиции. На место обнаружения сразу прибыли саперы. Они в течение 2 дней извлекали взрывоопасные предметы. В итоге было обнаружено 52 мины ТМ-57, 109 мин ТМ-62, 24 мины МВП-62 и еще 17 мин разного типа. Всего 268 единиц боеприпасов. По словам экспертов, прогнившие и кое-где поломанные мины провели в земле не меньше 20-30 лет. Дальнейший осмотр показал, что они не боевые и сделаны специально для учений. Эти мины оказались учебными. В них цементный раствор. Никакой угрозы для людей они не представляют. Цементный раствор. Оказывается, что до 1997 года частные участки были в распоряжении пограничной службы. Сейчас есть предположение, что учебные мины хранили на подземных складах. Но, по словам следственных органов, хранение таких боеприпасов под землей невозможно. Пока место обнаружения вместе с найденными боеприпасами до принятия соответствующего решения взято под контроль милицией. После проведения следственных мероприятий найденные учебные мины будут уничтожены. Алена Миловацкая, Динара Касымова, Талай Шабанов, Пятый канал. Между тем, президенты Кыргызстана и Таджикистана поручили межправительственной комиссии активизировать работу по описанию линии госграницы. Двусторонняя встреча Алмазбека Атамбаева и Эмомали Рахмона состоялась в минувшую пятницу в рамках участия в саммите ШОС. Главы государств обсудили возможности развития торговых отношений и сотрудничества в энергетической сфере. Особое же внимание лидеры двух стран заострили на решении приграничных споров. Итогом встречи стало принятие совместного коммюнике. Тем продолжит Дарья Тимофеева. Обойти стороной неприятную тему приграничных споров главы государств, естественно, не смогли. Решение наболевшей проблемы на уровне первых лиц – мера вынужденная. Ранее, несмотря на все усилия, переговоры пограничных ведомств двух стран так и не увенчались успехом. Ваш визит в Таджикистан, кроме участия на саммите Шанхайской организации сотрудничества, дает нам хорошую возможность для всестороннего обсуждения состояния таджикско-кыргызских отношений и определения путей их дальнейшего развития. Мы очень заинтересованы иметь с Кыргызстаном стабильные, крепкие и добрососедские отношения. Я думаю, Кыргызстан и Таджикистан, конечно же, должны жить очень
дружно понимать друг друга с полуслова. Основное обсуждение по традиции прошло без прессы, за закрытыми дверьми. Итогом встречи стало принятие совместного коммюнике. Несмотря на то, что конкретные меры по урегулированию приграничных споров так и не были обозначены, вопрос сдвинулся с мертвой точки. После 23 лет отстаивания исключительно личных интересов, готовность двух государств идти на компромисс – огромное достижение. Были даны соответствующие поручения главам правительственных делегаций по делимитации границы и по комплексному развитию наших двусторонних отношений. Самое главное, что было замечено, что жители приграничных районов не должны страдать от того процесса делимитации, который сегодня продолжается. Поэтому все вопросы будут решены, и это было заверение как со стороны президента Таджикистана, так и со стороны президента Кыргызской республики. Государственная граница Кыргызстана с Таджикистаном сегодня определена только наполовину. 40 участков протяженностью в 500 километров до сих пор остаются спорными. Результатом неопределенности становятся многочисленные вооруженные конфликты. Последняя перестрелка между пограничниками произошла буквально в конце прошлого месяца. Этим документом главы государств поручили своим делегациям очень серьезно работать над этой проблемой и, бросив амбиции, и умерив свой пыл в создании противодействий друг другу, начать искать компромиссные варианты. Снять напряженность на границе пока удавалось лишь на короткое время. Идти на уступки ни одна из сторон ранее не была готова. Спорные территории пытались поделить на основании документов 20-х годов прошлого века. Самое большое препятствие к этому – это, значит, поиск документов, которые работают в пользу какой-то одной стороны, и, зациклившись на этих документах, навязывать ее друг другу. Вот в те годы, когда были достигнуты компромиссные решения, был задействован принцип проведения границы по фактическому землепользованию. То есть здесь учитывались интересы местного населения. Разрешить ситуацию зачастую мешала нерешительность властей. Боясь осуждения общества, чиновники не спешили принимать ответственных решений. Если люди себя считают государственными служащими, и они выполняют задания государства, то они должны неукоснительно выполнить политическое решение глав государств. А если они боятся, то они должны уступить это место тем людям, которые будут решать эти задачи. А так действительно это может продолжаться очень долго, а на границе будут погибать люди. Чтобы процесс и вновь не затянулся на долгие годы, ускорить делимитацию границы поручили лично главы обоих государств. Совместно с этим принято решение направить все усилия на пресечение каких-либо провокаций на приграничных участках. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков, Пятый канал. Премьер-министр Кыргызстана потребовал от милиции предотвращать перекрытие автодорог участниками акций протеста. Об этом Жомарт Атарбаев заявил на рабочем совещании с руководителями силовых структур. Премьер отметил недостаточную работу в этом направлении. Все противоправные действия должны пресекаться жестко, но в рамках закона, подчеркнул глава Кабмина. В свою очередь, милицейские чиновники и сотрудники ГКНБ констатировали, что в целом общественно-политическая ситуация в стране остается стабильной и контролируемой. Основные факторы дестабилизации связаны с некоторыми месторождениями, напряженностью в приграничных районах, а также недовольством родственников осужденных или находящихся под судом политиков. Жомарт Атарбаев порекомендовал лучше работать с населением. В ближайшую пятницу состоится заседание правительства, после которого некоторые члены Кабмина лишатся своих кресел. Об этом нашему каналу сообщили собственные источники в аппарате правительства. С помощью экспертов и общественных деятелей наши журналисты решили выяснить, кто меньше всего достоин министерского портфеля. Карина Христова с подробностями.
Далеко не самая культурная дама в кресле министра культуры. Камила Талиева ожидаемо оказалась первой с конца по популярности среди народа. Появление этой чиновницы в ведомстве ознаменовалось целой чередой скандалов. Самый яркий из них произошел в Казахстане. Когда Камила Талиева разговаривала по телефону во время выступления зарубежных коллег, а на званый ужин, устроенный в ее честь, вообще не явилась. Эксперты подтверждают, чиновница это явно не на своем месте. И во вверенном ей ведомстве ничего путного сделать не может. Камила Талиева, которая уже обещала в апреле 2014 года, когда ее знакомили с коллективом, она обещала провести тщательную такую системную реформу именно в региональных сетях культуры. Да? Но мы ничего не наблюдаем. Место в тройке худших министров уже 4 года сохраняет за собой Алиязбек Алымкулов. Министр молодежи, труда и миграции на своем рабочем месте о труде, похоже, совсем забыл. Молодежной политики в стране как не было, так и нет. Да и в сфере миграции Алымкулов явно не понимает, к чему ведомство должно стремиться. Когда они говорят, вот мы составили соглашение, как меморандум с ФМС России, да? Вот наши кыргызстанцы теперь, не езжая в Россию, здесь будут заполнять документы и будут туда ездить и спокойно работать. Так получается, данное министерство является экспортером наших кадров? Вот такой вопрос возникает. Помимо всего прочего, не отличился министр молодежи и примерным поведением. Совсем недавно, прямо на заседании, он чуть было не набросился на министра внутренних дел. Причину вспышки ярости чиновника позже объяснили тем, что его супругу остановили сотрудники ДПС. А Абдылдас Уранчиев, жене коллеги, помогать отказался. Еще один не слишком успешный, по мнению экспертов, министр Канат Садыков. По его инициативе прошло повышение зарплат учителям. Правда, получать педагоги при этом стали почему-то меньше. Да и его новаторские идеи пока результата не принесли. Тема образования. Да непонятно, чехарда творится. И коррупция в системе образования. Вот сейчас встает вопрос о сокращении вузов. Как это происходит? То есть нет единой такой концепции, как развиваться образованию дальше. Да? У нас сейчас в системе вуза вообще проблема качества образования очень сильно упала. Это низкие заработные платы, нужно понимать. Не намного более эффективными выглядят и представители правительства на региональном уровне. Денис Разаков, губернатор Баткенской области, по мнению наблюдателей, некомпетентен в региональных вопросах. Да и с социальной политикой справиться не может. Аманбай Каипов, полпред в Нарынской области, меньше чем за год умудрился растратить весь резервный фонд, созданный его предшественником. Не забыли эксперты и об Иссык-Кульском регионе. Каптагаев Эмиль Салматович, потому что вот недавно были инциденты по вырубке деревьев. Это только один из таких нюансов, да. А в целом по экономическо-социальным вопросам на Иссык-Кульской области мы ничего не замечаем, никакой реформы. Вот он поднимал какой-то проект, там народная инициатива была, развитие каждого села и продукт каждого села. Мы не видим этого результата данного проекта. Порция критики от экспертов и представителей общественности досталась и верхушке кабинета министров. Первый вице-премьер Таирбек Сарпашев также выглядит не слишком эффективным. И провал кампании по сбору биометрических данных тому доказательство. Карина Христова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Граждане Кыргызстана, попавшие в список тех, кому запрещен въезд в Россию, могут обратиться за помощью в областные и территориальные структурные подразделения Министерства труда, миграции и молодежи, либо в общественную приемную центрального аппарата указанного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Чиновники напоминают, что срок рассмотрения документов в Федеральной миграционной службе России занимает от 3 до 4 месяцев. Новые правила въезда в Российскую Федерацию вступят в силу с 1 января 2015 года. Теперь в Россию можно будет въехать только по загранпаспорту. В том числе это коснется граждан СНГ, которые раньше въезжали в российское государство по своим внутренним паспортам. Как скажутся новые правила на наших мигрантах и что нужно для спокойной работы в России, узнавала Юлия Кулешова. Загранпаспорт, страховой полис, разрешение на работу и сертификат на знание русского языка. Вот перечень документов, необходимых потенциальному мигранту. Сдать тест на знание русского языка можно в местных филиалах российских вузов, а за патентом на работу следует обращаться в бишкекский филиал Федеральной миграционной службы. В процессе этого в течение 10 дней выдается БИП-карта, биометрическое идентификационное приложение.
На основании этой карты по прибытию нашим гражданам на территорию Российской Федерации они получают на месте патенты, которые будут позволять, чтобы осуществлять свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Изменения коснутся и сроков пребывания на территории Российской Федерации. Теперь по истечении 90 суток вернуться в Россию можно будет не ранее, чем спустя еще 90 суток. Разумеется, новое правило не будет распространяться на тех, у кого есть разрешительные документы. Со своей стороны, наше Министерство труда, миграции и молодежи ведет тесную работу с ФМС в вопросе послабления некоторых правил. В данный момент сейчас наши граждане должны ехать в течение 5 дней регистрацию произвести, потом 90 дней пребывать. Да? Этот срок будет увеличиваться до вступления в единое экономическое пространство до 15 дней. Вот, мы в результате наших переговоров добились. Вот где-то в начале октября, я думаю, будет подписано это соглашение. На сегодняшний день в России нелегально находится около 4 миллионов иностранцев. В Москве надеются, что новый закон упорядочит стихийную миграцию, сделает ее более контролируемой. Правозащитники опасаются, что дополнительные кормушки появятся у многих нечистых на руку чиновников, да и просто аферистов. За оказание услуги по удалению из черного списка просят до 30 тысяч рублей. Наши мигранты часто не знают, куда они могут обратиться за помощью. Нужно контролировать тех, кто оказывает такого рода услуги. Всего в черном списке Федеральной миграционной службы России значится свыше 250 тысяч мигрантов. Из них около 60 тысяч наши соотечественники. Они лишены права въезда на территорию РФ на срок от 3 до 10 лет. Попасть в черный список можно за любую провинность. Например, если регистрируешься по одному адресу, а проживаешь по другому. А с Нового года и за попытку въехать в Россию без наличия необходимых бумаг. Впрочем, вполне возможно, что с 1 января 2015-го правила игры несколько поменяются. Ведь право пресечения границы по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении остается у граждан стран-участниц Таможенного союза и Единого экономического пространства. Юлия Кулешова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Очередная масштабная махинация. В Таласской области некое общественное объединение начало продавать акции крайне сомнительной народной компании «Талас-Алтын». В настоящее время и сама идея, и ее автор внимательно изучаются компетентными органами. Однако так называемые ценные бумаги продолжают распространяться, причем распространители обещают будущим владельцам акций баснословную прибыль. Идея финансовых пирамид и тому подобных махинаций для Кыргызстана совсем не нова. По меньшей мере, раз в год доверчивые сограждане становятся жертвами той или иной массовой кампании. Граждане Кыргызстана, попавшие в список тех, кому запрещен въезд, прошу прощения, за неделю в Кыргызстане на заправках стало дороже на сумму от 1 до 5% топлива. Об этом сообщает Министерство экономики. В городах Нарыне, Таласе, Карабалте, Токмаке, Балкчи, Челпунате и Караколе стоимость 80-го бензина выросла почти на 1%. 92-й подорожал на 1,5%, в Аше и Баткене 80-й стал дороже на 5%. Минэконом отмечает, цены на топливо подвержены внешним факторам. В России сохраняется дефицит нефтепродуктов, возникший из-за аварий на Ачинском НПЗ. Рост цен на бензин в Кыргызстане относительно июльских контрактов составил от 5 до 12% в зависимости от марки топлива. Вопросы развития олимпийских видов спорта в Кыргызстане обсудили сегодня глава республики Алмазбек Атамбаев с президентом Олимпийского совета Азии шейхом Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабаха. Шейх поздравил Алмазбека Атамбаева с успешным проведением первых всемирных игр кочевников и подчеркнул, что они послужат делу развития сотрудничества и укрепления дружбы между странами, принявшими участие в соревнованиях. Напомним, накануне в Челпунате завершились первые всемирные игры кочевников. Торжественная церемония закрытия, правда, вышла несколько скомканной, но общие результаты для нашей страны превзошли ожидания даже критиков проекта. Кыргызстан лидирует в общем медальном зачете, Кыргызстан достойно показал себя миру. Кыргызстану все-таки удалось, несмотря на сжатые сроки, провести масштабное мероприятие на достойном уровне. И это далеко не главные достижения. Пожалуй, основным итогом игр стали не столько спортивные результаты, сколько чувство гордости, которое испытали граждане страны, следившие за играми. Идеологический эффект состязаний неожиданно оказался крайне весомым.
Первые всемирные игры кочевников завершены. И, наверное, только ленивый не сомневался в успехе этого мероприятия. Но сегодня вся общественность обсуждает победу сборной Кыргызстана в официальном медальном зачете. Наша команда завоевала как больше всего медалей – 55, так и больше всех золота – 16 наград высшей пробы. Но, по словам экспертов, главное достижение игр кочевников – единение и подъем морального духа кыргызстанцев. Вот начиная от Турции, имейте в виду, вот, начало, как говорится, границы Европы и Азии, да, с тех пор собирая, кончая, значит, Монголией и Алтайским краем. Практически вся евразиатская зона здесь собрались и показали игры, значит, кочевников. В этом аспекте они подняли вот такой общий дух народа, всех кочевников. И тем самым Кыргызстан, конечно, стал возглавлять это движение вперед в современных условиях. Мероприятие такого масштаба за всю историю независимости проводилось в Кыргызстане впервые. Всего в турнире приняли участие 22 сборные команды и более 430 спортсменов из 19 стран мира. На протяжении 5 дней спортивные и культурные мероприятия игр кочевников освещали не только местные, но и зарубежные СМИ. А это уже говорит о повышении интереса к нашей стране за границей. Все игры, народные игры, они были организованы на высоком уровне. Конечно, были некоторые недоработки, в принципе, они не умаляют всего достоинства этих игр, но на будущее мы должны иметь в виду. Конечно, на организацию всемирных игр кочевников были затрачены огромные деньги, но все вложения, по словам экспертов, со временем должны себя оправдать. Все отремонтированные здания и в дальнейшем смогут принимать соревнования разного уровня. Есть такие мероприятия, которых нельзя значит, считать деньгами. Это духовная жизнь. И мы, если сейчас не будем, значит, финансировать духовную часть нашего общества, то незачем будет финансировать целое общество, целую культуру через несколько десятилетий. Поэтому это было очень оправданно. Всемирные игры кочевников объединили спортсменов всех 7 областей республики. Впервые за много лет они боролись вместе за престиж страны. Атмосфера юрточного городка в урочище Кырчин смогла показать иностранным гостям настоящее гостеприимство кыргызов. Вся республика следила за играми кочевников. На время проведения забыли обо всех проблемах в стране. Такие соревнования – отличный способ поднять чувство патриотизма. И у организаторов получилось это сделать. По отзывам людей в социальных сетях видно, что сейчас у граждан появился еще один повод гордиться Кыргызстаном. Молодцы организаторы. Для нашего Кыргызстана это вообще супер. Первые всемирные у нас на Иссыкуле. Смело. Супер шоу представление, цветовая гамма, костюмы. Вообще здорово. Молодцы организаторы. Все игры организованы безупречно. Надеюсь, это мероприятие станет ежегодным. Я горжусь Кыргызстаном. Конечно, не все прошло гладко, и организаторам еще нужно будет провести работу над ошибками. Но Кыргызстан смог заявить о себе на весь мир. Заявить как о единой республике, как о стране с прекрасной природой и дружными людьми. Алена Миловацкая, Эльдияр Бектимиров, 5 канал. Фестиваль яблок прошел в минувшие выходные в Узгенском районе Ошской области. На севере республики подобные мероприятия проводятся ежегодно, но в южном регионе оно было организовано впервые. В этом году яблочный праздник посетили около 1000 человек. Садоводы представили более 20 сортов яблок. Юные жители региона выступили с концертом. В ходе мероприятия собравшиеся также выбрали самый вкусный яблочный пирог и самое оригинальное фруктовое блюдо. В рамках фестиваля состоялся и круглый стол, посвященный проблемам садоводства в регионе. Участие в нем приняли фермеры, а также представители местной администрации. Как отметили организаторы, основная цель мероприятия – наладить сотрудничество между покупателями и переработчиками и помочь общинам обменяться опытом. Очередная масштабная махинация в Таласской области. Некое общественное объединение начало продавать акции крайне сомнительной народной компании «Талас-Алтын». В настоящее время и сама идея, и ее автор внимательно изучаются компетентными органами, однако так называемые ценные бумаги продолжают распространяться, причем распространители обещают будущим владельцам акций баснословную прибыль. Идея финансовых пирамид и тому подобных махинаций для Кыргызстана совсем не нова. По меньшей мере раз в год доверчивые сограждане становятся жертвами той или иной массовой кампании. Финансовые пирамиды по-кыргызски в обзоре Джибек Бегалиевой.
Надоело работать за гроши? Целый год копишь на отпуск. Всю жизнь работаешь на машину, а о своей квартире приходится только мечтать? Выход есть. МММ – глобальная касса взаимопомощи. Дешевой компьютерной графикой и на этот раз он сумел привлечь миллионы доверчивых граждан. Совсем как когда-то, в 90-е. Я целую своего красотулечку. Спасибо ему большое. Дай Бог ему доброго здоровья на долгие-долгие годы. Это наш умничка, наш гений, нам сладенький. Спустя 2 десятка лет наравне с возродившимся МММ на постсоветском пространстве продолжают процветать финансовые пирамиды. С амбициями не меньшими, чем у Мавроди, нашлись предприниматели и у нас. Несколько дней назад в Таласе представители некоего общественного фонда КУТ начали активно продвигать акции новой компании «Талас Алтын». У них стали такие грандиозные планы, очень большие, на месторождении Джеруй. И обещают населению решить все их проблемы. Агитаторы обещают отремонтировать дороги, построить ГЭС и даже развить нанотехнологии. В общей сложности 98 проектов. Сказочную жизнь компания гарантирует таласцам всего за 30 тыинов. Именно столько стоит одна акция компании «Талас Алтын». Жителям остальных областей ценные бумаги продают уже за 5 сомов. Иностранным инвесторам – за $1. Всего компания выпустила 500 миллионов акций. И вообще, я удивляюсь. Если даже вот так вот посмотреть, они организаторы вот этих акционерных, кто стоит во главе акционерного общества и во главе вот этого общественного фонда, да, они могут дать гарантию, что не будет даже вот из-за реализации по этим ценам вот этих акций у них у самих внутри не будет раздрая и каких-то таких разночтений и каких-то конфликтов. Я, допустим, сомневаюсь. Впрочем, причин для этого немало. Например, к разработке месторождения Джеруй Талас Алтын еще никто не допускал. Конкурс на рудник пока не объявлен. Однако даже случись это сейчас, выиграть его малоизвестная компания без опыта навряд ли сумеет. Впрочем, недавно выяснилась еще одна любопытная деталь. Сомнительные организации покровительствуют едва ли не в самых высоких кругах. Главу Госфиннадзора называют одним из основателей фонда КУТ. Того самого, что продвигает акции Талас Алтын. Однако чиновник объясняет, землякам помог лишь однажды, пожертвовав половину скромной, как оказалось, зарплаты. Сказал о том, что если это будет помогать области, если посредством этого вы сможете создать хорошее такое движение, ну почему бы не начать? Вот. Поэтому я имею только такое отношение о том, что в этот фонд развития Таласской области КУТ, как выходец из Таласской области, я пожертвовал 10 тысяч сомов. Это непростые ребята, это участники движения «Апрель Байрагы», вот, которые участвовали непосредственно в революции, вот, и Айкуль, вот эти два движения. Они написали письмо в правительство вот, о том, что мы, выходцы из Таласской области, участники революции, хотим создать фонд развития Таласской области, КУТ, и хотим создать акционерную компанию. Но, к сожалению, министерство и ведомство не оказывают должной помощи. Вот, и куда бы мы ни приходили, вот, встречают нас очень настороженно. Просим дать указания, чтобы нам государственные органы помогали консультациями. Однако в телефонном разговоре активисты не так красноречивы. Во-первых, мы насчет пирамиды, короче, не собираемся какой-то пирамиду строить. А во-вторых, короче, что основание вот этого проекта мы можем поддержать народу и вместе с народом поднять какую-то экономическую структуру, да, я имею в виду. А что говорят, мы насчет этого не согласны. Сколько в итоге граждан решится купить акции компании, пока неизвестно. И получат ли свои дивиденды те, кто уже вложил деньги в Талас Алтын. Всякая инвестиция, она приносит доход. Не всякая ваша инвестиция, она будет успешной. В этом каждый должен отдавать себе отчет четкий. И в том, что инвестиции – это процесс, который необходимо очень четко продумывать, все риски. Это международная мировая практика.
2011 год. Ошская область. Почти каждый день, как на работу, в здание Наукенского РУВД приходят десятки сельчан. У всех один вопрос – кто вернет им их деньги? Суммы самые разные – 4, 15 и даже 40 тысяч сомов. Польстившись на обещанные мошенниками доходы, многие из них даже влезли в долги. Всего на доверчивых наукенцах аферисты заработали почти 100 миллионов сомов. Причем приемы аферистов не всегда одинаковые. Подруга предложила заработать денег, и мы с моей одногруппницей, конечно, пошли. Там надо было расшивать майки бисером. Мы оставляли предоплату 300 сомов, и за работу нам давали 1000 сомов. Первые несколько раз мы сдавали наши майки, все было хорошо. Потом я купила сразу 5 штук маек, за каждую дала 300 сомов. И когда пришла обратно с готовыми, там уже никого не было. Все эти схемы строятся по единому принципу. Вкладчикам сулят баснословные доходы, обещанные деньги действительно выплачиваются, но только самым первым из них. Следующие клиенты компании получают уже гораздо более скромные дивиденды или не получают ничего. Все выплаты мошенники производят за счет вновь привлеченных средств. И так до тех пор, пока финансовая пирамида не рухнет. Джибек Бегалиева, Ярослав Калиновский, 5 канал. Такими событиями запомнился этот понедельник. Информационная служба 5 и я, Шавкат Ругаев, благодарим вас за внимание. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире на 5. Витапрост улучшает половую функцию и поднимает настроение. Витапрост для настоящего мужчины. Азамат – менеджер, Макс – фанат горных лыж, Мурат – любитель сауны. Все останутся дома. Интересным и важным делам помешал хронический простатит. К тому же осложнил семейные отношения. Через 10 дней после комплексного лечения препаратом Витапрост они чувствуют себя лучше. Витапрост уменьшает боль, дискомфорт и нарушение мочеиспускания при простатите. Витапрост улучшает половую функцию и поднимает настроение. Витапрост для настоящего мужчины.